Здравствуйте! В эфире «Реальная экономика», в студии Тимур Бекмурзин. Неопределенность – вот что пугает сегодня. Удивительно, но эта же неопределенность и дает надежду. Надежду, что восстановление будет относительно быстрым и безболезненным. Оптимизм и вера в лучшее – то, что придает нам силы. Нам нужны сейчас эти сигналы оптимизма, и хорошо, что они поступают. Оживает торговля, устойчиво работает промышленность, строительные компании, функционируют банки, сфера услуг и так далее. Однако, объективности ради, в нашем случае лучше быть оптимистами сдержанными. И, к слову, давайте не забывать известную фразу, что надеяться на лучшее нужно, готовясь к худшему. Пандемия не пройдет бесследно, это понятно, будут потери у бюджета, компании так или иначе будут снижать свои инвестиционные программы, что мы уже наблюдаем по факту. Нужно это компенсировать. Важно находить новые источники пополнения казны. Если рассуждать в этой парадигме, в этом ключе, тогда желание России пересмотреть свои отдельные налоговые соглашения с некоторыми странами, такими как Кипр, выглядит более чем логично. Сейчас мы являемся свидетелями многих структурных изменений в экономике, в финансовой сфере страны. В какой-то части сама жизнь подталкивает нас к этим реформам, пересмотру каких-то прежних подходов. То есть государство говорит бизнесу, крупным компаниям, зачем выводить капиталы в зарубежные офшоры, если есть возможность по привлекательным ставкам платить в российской юрисдикции. И второе. Надеюсь, за этим последуют и другие меры по созданию комфортных условий для развития бизнеса в плане защиты от административного давления, справедливой судебной системы и так далее. Есть ли для этого реальные предпосылки, какие-то сигналы? На мой взгляд, да, есть. Пример. Сейчас мы наблюдаем снижение ключевой ставки ЦБ до исторических минимумов. Еще в середине марта эта ставка составляла 6%, сейчас 4,25%. Конечно, такое снижение – это в том числе и реакция регулятора на положение дел в экономике. Деловая активность в России сейчас еще на низком уровне, и такой шаг неизбежно сделает более дешевыми кредиты, на которые чаще всего бизнес и опирается в расширении своей деятельности. А у нас, в отличие от Запада, есть еще резервы для снижения ставки, считают некоторые эксперты, что даст промышленности и экономике дешевые деньги для развития. Одним из таких драйверов роста может стать строительство, а инструментом и способом этот рост поддержать ипотека. О ней, а также о банках, которые наиболее активно работают на ипотечном рынке Татарстана, и поговорим сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Ипотека 2020. Реальность и планы. О чем нам говорят цифры и что думают на этот счет эксперты. Тенденции, оценки, перспективы. Что предлагают татарстанские банки, и в частности Банк Аверс. Ипотека с государственным участием. Узнаем о ней больше. Ставки по ипотеке. Как при всем богатстве предложений сделать правильный выбор. Наши корреспонденты расскажут. Как мы уже говорили, нам жизненно важны сейчас любые позитивные сигналы в экономике. Строительство в этом плане абсолютно ключевая, базовая, если хотите, отрасль. Почему? Да потому что, как мы уже отмечали, она дает импульс, стимул к развитию и в других секторах экономики. Транспорт, мебельная промышленность, металлургия, производство стройматериалов. И это один аспект. Кроме того, со строительством связан и другой огромный пласт экономики. Имеется в виду сфера недвижимости, банки. На первый план выходит такой инструмент, как ипотека. Здесь также надо понимать, активная покупка квартир и домов способна потянуть за собой всю остальную экономику, стать ее локомотивом, как это происходит в других странах. Нельзя сбрасывать и социальный фактор. Не зря Владимир Путин не так давно заявил, что у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс. При этом для снижения стоимости квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве, подчеркнул президент. Это приведет к тому, что ценник за квадратный метр будет по карману людям с самыми разными доходами. Ну и другой ключевой фактор успеха – это ставки по ипотеке.
Сейчас эксперты называют в качестве вполне реального прогноза ставку в 7% и ниже к концу этого года. Напомню, еще в начале года было 8,84%. Понятно, что снижение ставки происходит в том числе и благодаря льготной ипотеке под 6,5% на покупку новостройки, которая в этих средневзвешенных процентах также учитывается. Так, по новой программе в мае была выдана треть от всех кредитов. Что сейчас происходит на ипотечном рынке? Какие программы доступны россиянам? Главные тренды в нашем обзоре. Пандемия ковид сказалась на всех сферах экономики. В том числе серьезным испытанием стала она и для недвижимости. Режим самоизоляции, закрытие офисов застройщиков и банков привели к тому, что в апреле число ипотечных сделок в России снизилось на 17% по сравнению с прошлогодним значением. В Татарстане падение составило 4%. Однако уже летом российский рынок ипотечного кредитования начал постепенно восстанавливаться. На сегодняшний день участники рынка недвижимости, местного в том числе, констатируют всплеск интереса граждан к ипотеке. Отложенный спрос, который накопился на рынке за период карантина, выстрелил. Соответственно, повысилась и потребность в ипотечных кредитах. Безусловно, эта ситуация, она сказалась на рынке недвижимости. Что ни говори, покупательская способность снизилась. Спрос есть. Но благодаря госпрограммам, благодаря ставкам, которые государство поддержало и выпустило эти ипотечные программы, сейчас рынок восстанавливается. В частности, в нашей компании проводится огромное количество сделок в связи с тем, что сейчас есть очень выгодные процентные ставки и государственные программы. Драйвером роста выступила, в частности, программа льготной ипотеки под 6,5 годовых, принятая правительством весной этого года. Она подтолкнула затухающий спрос и переориентировала его на предложение первичного рынка. Уже за первый месяц работы программа принесла в строительную отрасль страны около 40 миллиардов рублей. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, принятые меры дали колоссальный эффект. За первый месяц было заявлено 80 тысяч кредитов. Согласно условиям программы, оформить кредит на льготных условиях может гражданин России вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса до 1 ноября 2020 года. Эта ставка распространяется только на первичное жилье, то есть покупку квартиры у застройщика или в строящемся доме, или уже в сданном. Пользователем данной программы, получателем ипотечного кредита может быть любой гражданин Российской Федерации, подтверждающий, естественно, свой доход. Минимальный первоначальный взнос составит 15%, и максимальная сумма кредита надо учитывать, что может составить только 6 миллионов рублей для Татарстана. Эта госпрограмма пользуется большим спросом, это 6,5%. Получить ее может каждый. Единственный момент, что вы должны отработать на последнем месте работы не менее полугода, а общий стаж 1 год. Надо понимать, что ставка 6,5% – это максимальная ставка. Банки же могут кредитовать по этой программе и с более низким процентом. Так, например, в банке «Аверс» оформить ипотеку на покупку строящегося жилья и готовой недвижимости у застройщика можно от 6% годовых. Низкая процентная ставка будет действовать весь срок кредитования при условии обслуживания кредита без просрочек. Ожидается, что по всей стране по программе льготной ипотеки граждане смогут оформить 250 тысяч кредитов на сумму более 740 миллиардов рублей. В Татарстане, одном из регионов-лидеров по строительству, новая программа льготной ипотеки с господдержкой также пошла на ура. Как отметил на брифинге, посвященном улучшению жилищных условий жителей республики, глава татарстанского Минстроя Фарид Ханифов, сейчас граждане берут до 200 таких кредитов в неделю. Это очень обдуманные шаги, это очень политически взвешенные решения. 6,5% ипотечные кредиты. А помните, как они ползли с 19 до 13, с 13 до 9? Это годами происходило. А тут в одночасье. И анализ наш показывает, что у нас уже каждую неделю есть такой устоявшаяся норма, я бы сказал, плата, как сейчас модное слово есть, по 220-260 кредитов в неделю мы имеем. Представьте себе, 260 кредитов в неделю – это в месяц 1000. Это каждый месяц, по сути, появляется большое поселение. К слову, в самом Татарстане пошли еще дальше и ввели свои меры поддержки. И коснулись они одной из самых уязвимых категорий татарстанцев – молодых семей, которые, как правило, не имеют возможности самостоятельно решать проблемы с жильем.
В республике около 6 тысяч молодых семей сегодня могут быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ранее на господдержку по этой программе могли рассчитывать лишь некоторые категории, например, те семьи, где один из супругов работал в бюджетной организации. Теперь же льготное жилье будет доступно не только бюджетникам и работникам крупных предприятий, которые вкладывали средства в соципотеку. На сегодняшний день критерии для участия таковы: прописка в Республике Татарстан, отсутствие жилья, либо, если оно есть, менее 18 квадратных метров на одного члена семьи. Для семьи из 2 человек площадь не должна превышать 42 квадратов. При этом только одному из супругов достаточно быть моложе 36 лет. Распространяется действие программы и на неполные семьи, например, на маму-одиночку с ребенком. Немаловажным фактором является и то, что квадратные метры по этой программе обойдутся семьям дешевле рыночной цены. По социальной ипотеке квадратный метр существенно дешевле. На сегодняшний день стоимость квадратного метра по социальной ипотеке Татарстана составляет 42,5 тысячи рублей. То есть однокомнатная квартира 42 квадратных метра для мамы с ребенком будет стоить порядка 1 800 000. Базовая стоимость. Ну, плюс проценты за пользование кредитом. Тем самым за несколько лет квартира будет стоить чуть, может быть, в районе 2 миллионов. Чтобы иметь возможность выбрать жилье по программе социальной ипотеки, молодая семья должна будет внести первоначальный взнос. Это порядка 10% от нормативной стоимости квартиры. В этом году, с учетом новой программы, Государственный жилищный фонд принял решение снизить размер первоначального взноса до сентября. Если я не ошибаюсь, данный процент будет снижен до 5%. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. А за рождение каждого ребенка во время действия договора соципотеки государство списывает долг на сумму 200 тысяч рублей. Первой семьей, поставленной на учет по обновленной программе соципотеки, стала семья Нуриевых из Нижнекамска. 32-летняя Зухра и ее муж 33-летний Айрат воспитывают 2 детей и живут в съемной квартире. Они давно мечтали о собственном жилье, но раньше на покупку квартиры по льготным условиям соципотеки рассчитывать не могли, так как не являются бюджетниками. Сейчас же, благодаря новой программе, у них такая возможность появилась. В течение 10 лет мы снимали квартиру, и в принципе, те деньги, которые мы отдавали за съем, мы могли уже платить за свою квартиру. И мы бы, наверное, уже расплатились за свою квартиру, если бы была такая возможность еще тогда, лет 10 назад, взять, не работая в бюджете, квартиру. Понимая значимость данной программы, установку на учет стараемся завершить, скажем так, в короткие сроки, практически в течение 2 недель. Полностью при наличии всего пакета документов мы их ставим на учет. Как говорят аналитики рынка недвижимости, не только льготная ипотека становится сейчас доступнее. Снижение ключевой ставки Центробанком до 4,25% в июле этого года позволило и самим банкам внести изменения в линейку своих кредитных продуктов. Так, например, в Татарстане банк «Аверс» объявил о снижении ставок по всем базовым программам ипотечного кредитования. В преддверии своего 30-летия банк готов помочь потенциальным заемщикам приобрести жилье или расширить имеющуюся жилплощадь как по льготным программам с господдержкой, так и по обычной ипотеке. Специалисты банка подберут оптимальную программу, которая будет учитывать вид приобретаемой недвижимости, доход семьи, срок кредита, стоимость жилья и организует полное юридическое сопровождение от принятия заявки до завершения сделки. Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте банка. Очень хочется избежать негативного развития ситуации, и мы, наши эксперты, в этом отношении сохраняют сдержанный оптимизм. Но раз уж мы за объективность, факторы риска для ипотечного рынка кредитования есть. Что это за факторы? В основном они связаны с вероятным снижением доходов населения из-за кризиса и роста безработицы на фоне пандемии, а также из-за риска распространения второй волны вируса осенью-зимой. Будем надеяться, что нам удастся все эти риски благополучно пройти. Мы также верим в наши банки, которые смогут поддержать естественное желание людей улучшить свои жилищные условия. Что конкретно предлагает банк «Аверс» в этом сегменте? Зарина Ахметова продолжит.
покупка первой квартиры, расширение жилплощади в связи с прибавлением в семье, переезд в другой город из-за работы. Жизнь не стоит на месте. Зачастую с изменениями приходит и необходимость приобретения заветных квадратных метров. Даже сегодня, несмотря на последствия пандемии, снижение доходов у населения и кризисное состояние экономики, спрос на рынке жилья остается. Я уже придумала, как здесь расставлю мебель. Алина Песцова – одна из тех, кому в этом году посчастливилось купить новую квартиру. Чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, обошла несколько банков, прошерстила сайты. Но в итоге девушка воспользовалась одной из ипотечных программ банка «Аверс». Привлекли выгодные условия и низкая процентная ставка. После оформления документов в начале лета девушка уже получила ключи от дома. Я очень рада. Я до сих пор не верю, что это случилось. Это очень здорово. Новый район, новые люди. Очень все красиво, аккуратно. Поблизости пока мало магазинов, но я думаю, что со временем здесь построятся какие-то торговые центры, развлекательные центры. Отмечать новоселье готовится и Павел Копнев. Он также приобрел квартиру, оформив ипотеку в банке «Аверс». Покупки не нарадуются. Внутри уже есть ремонт и все необходимо. Словом, заезжай и живи. В квартире сделан отличный ремонт. Оборудованы детские площадки, много парковочных мест. Рядом детский сад и школа. Чтобы находить ответ на квартирный вопрос, можно было проще и быстрее. Банк «Аверс» улучшил условия по своим базовым ипотечным программам. Теперь процентная ставка с учетом всех дополнительных скидок, стажа работы, положительной кредитной истории и других критериев может составить от 6,5% годовых. Так, к примеру, по программе «Приоритет» сотрудники группы компаний «Таиф» могут купить квартиру в многоквартирном жилом доме, индивидуальный жилой дом с земельным участком, либо жилье по договору долевого участия. Размер кредита по программе составляет от 300 тысяч до 15 миллионов рублей на срок от года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15% от стоимости недвижимости. Так как ипотека остается наиболее простым способом улучшения жилищных условий для многих семей с детьми, банк «Аверс» предлагает своим клиентам выгодные банковские продукты по рекордно низким ставкам на приобретение недвижимости. В офисах можно оформить семейную ипотеку с господдержкой от 4,9% годовых. По правилам, молодые семьи могут купить собственное жилье или расширить уже имеющуюся жилплощадь, взяв ипотечный кредит до 6 миллионов рублей. Воспользоваться программой имеют право родители, у которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок. Минимальный первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья, а срок погашения до 20 лет. Процентные ставки в банке «Аверс» снизились и по ипотечной программе «Перезагрузка 2.0». Так можно выгодно рефинансировать ипотечный кредит сторонних банков от 6,5% годовых. Сумма кредита может варьироваться от 500 тысяч до 15 миллионов рублей со сроком погашения от 1 года до 20 лет. Программа рефинансирования доступна клиентам с положительной кредитной историей, у которых на момент обращения в банк «Аверс» отсутствует просроченная задолженность по кредиту. Еще одна приятная новость для клиентов. В июне татарстанцы получили возможность поменять договор соципотеки на договор купли-продажи и рефинансировать платежи. Это позволит воспользоваться такими мерами господдержки, как материнский капитал, государственное субсидирование процентной ставки, чтобы оформить ипотеку по выгодной ставке в банке «Аверс». Для оформления и подачи заявления на рефинансирование нужно, чтобы договор соципотеки был заключен на квартиру в многоквартирном доме. Должна отсутствовать регистрация права собственности, не должно быть договора целевого денежного займа, а также неисполненных судебных решений о взыскании задолженности. Также оформление происходит при условии рождения ребенка в период участия в программе социальной ипотеки, начисления господдержки на сумму 200 тысяч рублей. Если все эти условия соблюдены, то заемщик может подать заявление в Госжилфонд Республики на рефинансирование. Затем фонд выдает заемщику справку об остатке долга и выписку из ЕГРН. А затем следует фактически ипотечная сделка с банком. Гражданин подает заявку на ипотечный кредит, получает одобрение и снова идет с ним в Госжилфонд, чтобы расторгнуть там договор соципотеки и заключить договор купли-продажи. Переход права собственности на квартиру происходит с обременением в пользу банка. Подытоживая ранее сказанное, доступная ипотека в России год от года становится все более доступной и привлекательной. Она уже помогла многим россиянам справить новоселье. Конечно, особенно это видно, когда оцениваешь развитие ипотечного рынка в динамике. За 20 лет изменения колоссальные. Число выданных ипотек в России выросло с 4 тысяч до миллиона.
а средняя ставка с 30% опустилась до ниже 8%. Поэтому это уже реалии. Ипотечный кредит – самый популярный банковский продукт. В России в том числе. И все же далеко не все знают, как его оформить и на какие нюансы следует обратить внимание, дабы выплата кредита не превратилась в непосильное бремя. Алена Мартынец о том, как выбрать правильную ипотеку и найти правильный банк. По результатам проведенных недавно в Татарстане исследований выяснилось, более половины молодежи в республике самым важным приоритетом в семейной жизни считает собственное жилье. Особую важность этот факт приобретает в непростых экономических условиях. На экранах вы видите результаты опроса молодых семей, проведенные исследовательским центром «Индекс 1430» при Министерстве по делам молодежи. Более 53% молодежи экономически активного возраста старше 24 лет называют в числе главных приоритетов для молодой семьи это хорошие жилищные условия. Больше 18% опрошенных обозначили свою потребность именно в собственном жилье. Более половины опрошенных молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, к сожалению, проживают пока с родителями. И только 19% молодых пар проживают отдельно от родственников или от родителей. Часто можно услышать, вот в Советском Союзе квартиры получали бесплатно. Но при этом забывается, что вся страна тогда привыкла жить отложенной жизнью. Деликатесы на Новый год, красивый наряд по редкому случаю, машины только в мечтах. Позволить себе все вместе могли только те, кто добывал блага жизни путем неправедным. Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом или Ялту. Что касается недвижимости, люди, ностальгирующие по тем временам, забывают. Советские граждане никогда и не были собственниками квартир, в которых жили. Жилье давалось государством в социальный найм. Продавать его было нельзя. Проводить какие-то операции с недвижимостью решались немногие подпольные маклеры. Так, что у вас есть? 40 метров квартира. Никаких квартир. Мы говорим о тете. Квартира – это тетя, метраж, возраст. Сколько лет вашей тете? Тетя Анюте, наверное, лет 60 уже. Какой тетя Анюте? Ой, я забыла. 40. Другое дело. Крыша над головой всегда остается одной из насущных потребностей каждой семьи. Век 21 подарил россиянам не только новый образ жизни, кардинально отличающийся от старых добрых времен, но и современные банковские инструменты для улучшения жилищных условий, такие как ипотека. К слову, и нынешнее государство граждан своих в этих вопросах готово поддерживать, принимая различные программы. Никто не в силах, наверное, рассчитать свою жизнь на 25-30 лет, когда получает кредит. Человек получает кредит и выплачивает свое жилье в течение 25-30 лет. Гарантии – это только наше государство, гарантии – это мы с вами. Я призываю всех спокойно относиться к этой вещи в нашей жизни, вначале получить жилье и потихоньку за него рассчитываться. Наши родители такой возможности не имели. Они вначале жили и под самый занавес получали квартиру. Зачастую люди не решаются сделать этот шаг, ссылаясь на нестабильность, собственную и общую экономическую. Особенно если семья не подпадает под требования программ с господдержкой. Так может, действительно, ипотека – это кабала на всю жизнь, как иногда можно услышать? Ипотека – это, конечно же, может быть, не кабала, но это кредит. То есть ипотека – это ипотечный кредит на покупку недвижимости. Поэтому нужно очень внимательно ознакомиться с условиями, обдумать много раз, посидеть в кругу семьи, посчитать свои возможности. А в чем же отличие ипотечного кредита от обычного? Главное отличие – при выдаче ипотечного кредита банк берет в залог недвижимость, ту, которую заемщик приобретает на полученные средства, или иную, которой он уже владеет. Если должник перестанет выплачивать кредит, банк имеет право забрать квартиру, которая была заложена, и продать ее в счет долга. В остальном схема стандартная. Банк и заемщик заключают кредитный договор, по которому последний получает необходимую сумму и в оговоренный срок возвращает ее банку с установленными процентами. Еще одно отличие ипотеки – она часто имеет большие сроки выплат – до 30 лет. В результате размер ежемесячных платежей становится меньше, что позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет. В отличие от потребительского кредита, ипотечный кредит выдается не просто под желание улучшить жилищные условия, а под конкретный объект недвижимости. Поэтому первое, с чего стоит начать – это выбрать квартиру, за которую будет не жалко платить в ближайшие 10-20 лет.
Это может быть недвижимость как на вторичном рынке жилья, так и в новостройке. Но стоит помнить, поскольку кредитная квартира выступает залогом для банка, он вправе решать, под какой именно вид жилья он готов дать заемщику денег. Например, некоторые банки не кредитуют покупку в новостройках на этапе проектирования или котлована, чтобы минимизировать риски связаться с недобросовестными застройщиками. Подробнее обо всех условиях кредитования вам расскажут специалисты конкретного банка, с которым вы решите связать свою судьбу на ближайшие несколько лет. Понятно, что и выбор самого банка-кредитора – это один из важнейших вопросов при выборе ипотеки. Специалисты советуют обращать внимание в первую очередь на крупные кредитные организации с хорошей историей и проверенной репутацией. В Татарстане, например, всем этим критериям соответствует банк «Аверс», который в этом году отмечает 30-летие работы на финансовом рынке. В марте этого года банк «Аверс» в очередной раз вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes. «Аверс», поднявшийся в рейтинге в этом году сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019-м, признан Forbes самым надежным банком Татарстана. Он занимает 41-ю строчку среди 100 крупнейших банков страны по степени надежности. И на этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале ТНВ. До свидания.